Добрый день, уважаемые коллеги. Мы продолжаем работу нашей международной конференции. В настоящее время мы будем реализовывать трек под названием «Профессиональное развитие педагогов в образовательной организации. Форматы и технологии». Нам очень приятно, что сегодня с нами в этой студии присутствуют наши очные участники, наши очные спикеры, а также у нас одно подключение состоится в онлайн-режиме. Уважаемые коллеги, безусловно, данный трек имеет важное значение, поскольку профессиональному развитию педагогов уделяется большое внимание. Все вы знаете про Центр непрерывного повышения профессионального мастерства, который функционирует в Коми Республиканском институте развития образования. Все вы знакомы с деятельностью нашего ЦНППМ, и основное направление, которое связано с педагогов, это разработка индивидуальных образовательных маршрутов. Уважаемые коллеги, позвольте представить вам наших спикеров, прежде всего очных спикеров. Сегодня с нами присутствует Алевтина Валентиновна Репина, руководитель Федерального центра научно-методического сопровождения педагогических работников Центра трансфера образовательных технологий «Новая дидактика» Ярославского государственного педагогического университета имени Ушинского. Уважаемая Алевтина Валентиновна сегодня представит вам свое выступление на тему «Трансфер технологий непрерывного профессионального развития педагогов. Школа роста. От профессионального самоопределения школьника до педагога-исследователя». Алевтине Валентиновне мы чуть позже предоставим слово. Также мне хотелось бы представить вам Екатерину Михайловну Потолицыну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе, школьного координатора проекта Часовская средняя общеобразовательная школа Сыктывдинского района. И еще, уважаемые коллеги, позвольте вам представить нашего спикера, который к нам уже подключился онлайн. Это Наталья Павловна Сербина, старший научный сотрудник научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХИС. Уважаемая Наталья Павловна у нас уже выступала в первой половине дня, открывала нашу конференцию. Наталья Павловна, если вы готовы, то мы также готовы вам предоставить слово. Да, добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо за возможность представить свой взгляд на такой достаточно очень важный аспект школьной жизни. Это профессиональное развитие педагога. Сегодня утром на начале мы обсуждали рисковые профили школ, и очень многие участники говорили о том, что в рисковых профилях школ присутствуют вот именно риски, связанные с профессиональной компетенцией педагогов, с нехваткой педагогов. Ну и, конечно же, когда мы говорим с вами о профессиональном развитии педагога, мы с вами должны хорошо понимать, насколько наши сейчас институты повышения квалификации и вновь созданные центры непрерывного повышения квалификации учителей соответствуют тем запросам, которые сейчас есть у наших педагогов. Ну, мы все с вами сейчас находимся в паре реализации национального проекта России в образовании. И, конечно же, одним из показателей национального проекта это обеспечение возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников. Сегодня утром мы с вами говорили, что мы, конечно, работаем на результат, и без педагога этого результата школа, конечно же, не сможет достичь, и как он будет профессионально развиваться и соответствовать времени, в котором он сейчас работает в школе, от этого будет очень много зависеть. Ну и, конечно, институты повышения квалификации и различные центры должны способствовать вот этому профессиональному развитию. Значит, почему у нас сейчас такая ситуация и почему очень много сейчас говорится о роли учителя, насколько она изменилась в школе? Ну, в первую очередь, конечно же, изменился мир, в котором мы сейчас с вами живем. Раньше школу заканчивали, люди получали знания и всю жизнь ими пользовались. Сейчас у нас ситуация совершенно другая. Каждый день нам жизнь преподносит что-то новое. Необходимо непрерывно повышать свое образование, то, что называется учиться всю жизнь. Ну и, конечно же, всеобщая цифровизация, которая стала основой доступности информации. Если раньше учитель у нас был
единственным носителем, да, той информации, которую дети получали в школе, то на данный момент мы имеем с вами сеть интернет, которая достаточно быстро дает возможность детям получить ту или иную информацию, и, к сожалению, не всегда дети способны эту информацию воспринимать правильно, ставить какие-то необходимые акценты. И здесь, конечно, роль учителя очень важна, как вот такого проводника между вот этим огромным количеством информации и учениками. Вот рассуждения учителей, ответы учителей на вопрос. Я свою презентацию построила на некоторых исследованиях, анкетированиях и ответах учителей, которые они давали по вопросам повышения квалификации. Но первое, конечно, нам всегда интересно, зачем учитель идет на курсы повышения квалификации. Очень часто учителя подходят к этому обучению очень формально. Цифры, которые приведены на слайде, это говорят о том, что большая часть учителей проходит у нас повышение квалификации практически каждый год. Это 40% учителей это констатируют. 43% говорят, что они повышают свою квалификацию каждые 3-5 лет. И совсем немного учителей, которые отвечали на данный вопрос, что они не проходят курсы по повышению квалификации по различным причинам. Здесь мы как бы на этом акцентироваться не будем. Но когда задается вопрос «зачем?», да, почему учитель идет на курсы повышения квалификации? Посмотрите, нас очень порадовал вот этот процент учителей, которые отвечали на вопрос, что в его работе возникли те или иные ситуации, которые требуют необходимости каких-то новых знаний. То есть это тот посыл, ради чего учитель идет на курсы повышения квалификации и ищет возможность свои вот эти дефициты, возникшие в своей работе, каким-то образом ликвидировать. Но очень большой процент учителей говорит о том, что идут они на курсы повышения квалификации, потому что их направила администрация, и это повышение квалификации необходимо для подтверждения квалификационной категории. Это, конечно же, тоже повод подумать институтам и центрам о той, наверное, о перестройке направления своей работы, да, как предоставить учителю именно те курсы повышения квалификации, которые будут наиболее востребованы в его деятельности. Ну и еще немножко об ответах учителей, насколько запросы и реальность с их точки зрения, касающихся повышения квалификации, соответствуют действительности. Учителям был заданы вопросы «где?», «хочу?», «с кем хочу?», «у кого хочу?» и «как хочу я учиться и повышать свою квалификацию?». Вот здесь представлены ответы учителей на поставленные вопросы. И посмотрите, мы сегодня утром тоже вот обсуждали вопросы повышения квалификации или адресной помощи педагогическим коллективам, да, то есть то, что сейчас у нас называется команда повышения квалификации команд образовательных организаций, но 70% учителей говорили о том, что они бы предпочли учиться в смешанных группах из разных школ. То есть вариться в собственном коллективе, да, зная своих коллег, да, зная проблемы своего коллектива, не каждый учитель хочет. И поэтому они с удовольствием бы, например, в качестве преподавателей на курсах повышения квалификации учились бы у успешных учителей, у авторов, у учебно-методических комплексов, которые являются именно вот той базы, да, которые могут разъяснить учителям, как использовать те или иные учебно-методические комплексы. Ну и то, что касается технологии обучения, да, мы сейчас с вами очень развиваем, да, уходим от лекционно-семинарских занятий. Желающих посещать такие занятия у учителей становится все меньше и меньше, и учителя хотят практики, мастер-классов, тренингов, то есть той деятельности, которая на самом деле приносила бы больше пользы, чем прослушивание вот
различных лекций или семинарских занятий. Слава богу, это сдвиг в этом направлении уже очень сильно произошел, да, и институты, и центры направляют сейчас свою деятельность именно на практику применения, на практику формирования навыков, большое количество дают мастер-классов и привлекают тем самым к себе все больше учителей на курсы повышения квалификации. Но, тем не менее, да, когда мы говорим с вами о том, что мы даем учителю и что он получает, вот два вопроса, которые были заданы учителям в одной и той же анкете, заставили нас немножко как-то вот подумать о том, то ли ожидание было у учителей, и то ли они получили, что ожидали. Первый вопрос, который задавался учителям, потребность в каких областях профессионального развития вы ощущаете наиболее сильно. И это тоже уже, наверное, ни для кого не секрет, что очень часто учителя стали говорить о нехватке методических компетенций преподавания своего предмета. То есть если еще с предметной составляющей мы сейчас делаем большой упор на предметную составляющую, то с методической точки зрения учителя требуют очень большого внимания к этому вопросу. И поэтому вот 27% учителей просили и говорили о том, что им не хватает именно курсов в области методической компетенции. Ну и, конечно, компьютерная грамотность, то есть это использование новых технологий, это навыки в области компьютерных информационных технологий. Это тот дефицит, который, наверное, очень сильно выделился, да, и вот он встал во главу угла, когда мы все с вами перешли на дистанционное образование и вынуждены были использовать информационные технологии для того, чтобы обучение не прервалось. Но, тем не менее, когда мы спрашивали у учителей, а что же вы за этот год, по какому направлению вы повышали свою квалификацию в этот год, те же самые ответы по методической компетенции и по компьютерной информационной технологии были выбраны учителями как в приоритете. То есть получается, что то, что давал институт или то, что давал Центр непрерывного повышения педагогического мастерства, не хватает на данный момент педагогу для того, чтобы закрыть ту нишу или те проблемы, которые у них возникают сейчас в преподавании, в изменении вот в той новой школе, в которой они сейчас находятся. И что же говорят еще учителя о том, как они видят эффективные курсы повышения квалификации? Конечно же, и уже об этом очень много говорилось, что когда учитель возвращается в школу после прохождения курсов повышения квалификации, он, конечно же, должен применить то, что получил на курсах при повышении квалификации на практике. И здесь, конечно, необходимо вот это сопровождение, метод службы школы, если таковая есть, метод службы муниципалитета. Сегодня очень много говорилось о связи между муниципалитетом и образовательной организацией. То есть образование, полученное на курсах, должно, конечно же, иметь продолжение в практике деятельности учителя, чтобы это не осталось формальным прохождением курсов. Ну и, конечно, этот продукт, который должен был быть на курсах получен, должен быть внедрен в учебный процесс. А что для этого может сделать институт или Центр непрерывного повышения педагогического мастерства? Это, конечно же, построение обратной связи со слушателями, которые могут получить обратную связь, которые могут рассказать о трудностях, которые они испытывают, когда возвращаются в свою школу и пытаются применить на практике то, что они получили здесь на курсах, консультации, советы. И отсюда, наверное, возможно, должна появиться вот такая дополнительная образовательная услуга, это дистанционное консультирование или сопровождение посткурсовое, о котором тоже сегодня уже говорили, чтобы знания, полученные на курсах повышения
повышения квалификации действительно были полезны не только учителю, но и он смог их применить, и, соответственно, мы с вами работаем на результат ребенка, который в конечном итоге должен улучшиться. Ну и все-таки к вопросу о необходимости или обязанности. Конечно, у нас есть сейчас рамки, которые обязывают учителя в той или иной ситуации проходить курсы повышения квалификации. Но мне все-таки кажется, что на данный период времени это все-таки большая необходимость, потому что примерно каждые 5 лет меняются дети. И они приходят в школу новые, с новыми запросами и с новыми потребностями. Появляются новые технологии, надо учиться с ними работать. Очень страшно для учителя стать устаревшим для ребенка. Надо не только с ним идти в одном темпе, а надо еще и опережать его, чтобы быть ему интересным. Потому что самый страшный, наверное, вопрос для учителя, зачем мне учить этот предмет, если у учителя нет ответа на этот вопрос. Но мы знаем с вами, как дети относятся к предмету, необходимости изучения которого они не видят. Ну и, конечно, это носитель современной культуры. Он учит сейчас детей главному навыку – уметь учиться. Соответственно, он должен уметь это делать сам, всеми возможными доступными способами. И, безусловно, институты повышения квалификации и центры непрерывного повышения педагогического мастерства, которые созданы практически во всех сейчас субъектах Российской Федерации, очень часто они созданы на базе институтов повышения квалификации, должны ему в этом помочь. Вот такой, наверное, наш взгляд на необходимость или обязанность повышения квалификации в сложившейся вот сейчас ситуации в нашей школе. Уважаемая Наталья Павловна, спасибо огромное вам за столь содержательный и интересный доклад. Действительно была проведена довольно подробная диагностика, анкетирование, которое было предложено нашим педагогам. Я думаю, что институты и ЦНППН могут брать данную диагностику за основу и включать в свою работу как основание для дальнейшей профессиональной деятельности. Спасибо огромное, Наталья Павловна, и до новых встреч. Очень надеемся, что вы будете находить профессиональную возможность подключаться к нашим мероприятиям. Спасибо огромное. Спасибо, спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы с вами движемся дальше. Я с удовольствием хочу предоставить слово нашей гости из Ярославля, Алевтине Валентиновне. Выступление Алевтина Валентиновна свое озвучит сама. Уважаемые коллеги, внимание. Добрый день, уважаемые коллеги. Мне очень приятно присутствовать сейчас на вашей конференции в вашем замечательном городе. И я бы хотела от всей души поблагодарить организаторов международной конференции. Это и Министерство образования, науки и молодежной политики, и Институт развития образования Республики Коми за предоставленную возможность. И, конечно же, передать наилучшие пожелания всем педагогическим работникам, руководителям ваших образовательных организаций от имени ректора Ярославского государственного педагогического университета Груздева Михаила Вадимовича. Сегодня мое выступление прозвучит неожиданно, наверное, и будет необычным. Почему? Потому что я постараюсь вам сегодня презентовать практически два проекта в одном. И эти проекты уникальны сами по себе. Почему? Потому что разговор сегодня пойдет о взрослении педагога. Мы видим, как взрослеют наши дети, как они выходят в жизнь. Сегодня мы поговорим о том, как взрослеет наш педагог. Второе, наверное, само название у вас вызывает определенный интерес. Это трансфер технологий непрерывного профессионального развития педагогов. Школа роста. Я думаю, что вторая часть у вас не вызывает сомнений о том, что разговор пойдет именно о ступенчатой системе взросления педагога, начиная от самоопределения школьника до педагога-исследователя. Мы поговорим, давайте в первую очередь с вами остановимся на понятии технологии трансфера. Во-первых, сама по себе словосочетание трансфер технологий непрерывного профессионального развития уже само по себе инновационно. Почему инновационно? Слово трансфер пришло к нам из других сфер в систему образования.
И совершенно неожиданно для нас, например, для Ярославского государственного педагогического университета, мы технологию трансфера взяли из фармацевтической промышленности и фармацевтического центра, который создан на базе Ярославского государственного педагогического университета. Мы прекрасно понимаем, как только новая технология приходит из другой сферы и адаптируется в сферу образования, это уже инновация. И второе, о том, что именно с таким названием сейчас 43-я школа города Ярославля, и вместе с ней все базовые школы, а базовые школы Ярославского государственного педагогического университета являются федеральной инновационной площадкой. В прошлом году в Министерство просвещения Российской Федерации было подано 160 заявок на статус федеральной инновационной площадки. Из 160 заявок только 16 образовательных организаций получили данный статус. Соответственно, одна из школ, или, будем говорить, сетевой проект, о котором я сегодня буду говорить, это как раз сетевой проект Ярославского государственного педагогического университета совместно с базовыми школами. Я хотела бы сказать о том, что, во-первых, технология трансфера. Мы рассматриваем это как механизм взаимодействия теории и практики. Многие спорят о том, что важнее, наука или практика, что вперед, наука или практика, практика или наука. Мы не будем сегодня спорить об этом, мы будем говорить, наоборот, о соединении именно научной составляющей и практической составляющей. Второе, мы рассматриваем технологию трансфера как инструмент склейки различных институций, занимающихся исследовательской, методической, инновационной и образовательной деятельностью. И, соответственно, в этом выражении как раз говорится о том, что в общем это сетевое взаимодействие или коллаборация тех образовательных организаций, которые выполняют данные функции. Посмотрим о том, почему поскакала. Все понятно. Профессиональное развитие для педагога – это поиск своего пути как обретение собственного голоса. И для каждого педагога, соответственно, продвижение в его профессиональной карьере, в его профессиональной деятельности – это продвижение к его собственному Олимпу. И каким это будет дорога продвижения, для каждого она своя. Для кого-то она будет с определенными трудностями, но широкая. Для кого-то это будет узкая извилистая тропинка. Но каждый педагог выбирает свою дорогу. Вот о том, как этот педагог будет, какую дорогу он выберет, как для каждого педагога какая дорога станет индивидуальной, именно в этом и кроется сам секрет его взросления. Поговорим о вызовах. Наверное, 21 век дал очень серьезные вызовы нам, в первую очередь, о новой социальной роли педагога. В эпоху неопределенности, обратите внимание, возникло парадоксальное явление на массовый спрос индивидуальности. Соответственно, мы уже говорим о том, что мы не можем готовить одинаковыми методами, технологиями педагогов. Мы знаем, прекрасно понимаем, что каждый педагог – это личность, это индивидуальность, соответственно, но и спрос именно на индивидуальных педагогов. Почему так? Верните, пожалуйста, мне мой слайд. Да-да-да, вызовы. И обратите внимание, учитель становится мастером мотивации, мастером навигации, мастером коммуникации. И не случайно, наверное, в первом нашем выступлении прозвучало именно тот запрос педагогов на те формы обучения и на то содержание обучения, которые именно связаны с тем, чтобы успешно выполнять вот эту новую социальную роль. Поговорим об этапах профессионального становления. И вот эти этапы мы для себя выделяем сейчас, 4 основных этапа. Первый – формирование профессиональных намерений. Это психолого-педагогические классы. Многие говорят о том, что система образования долгое время не могла породить своих собственных педагогов, свои собственные кадры. Мы на какое-то время практически ушли от состоявшейся в старые времена системы педагогических классов. И сейчас мы снова возвращаемся. 5000 психолого-педагогических классов должно быть создано по стране. Так вот, в нашем проекте сейчас о том, что в школе мы рассматриваем школу как вот эту систему профессионального становления педагога. И это профессиональное становление педагога начинается именно с того, когда школа начинает подбирать себе кадры именно со школьников.
когда в школе формируется психолого-педагогический класс, мы называем это юность, период юности, когда формируется профессиональное намерение. Немного остановлюсь на психолого-педагогических классах. Завтра Александра Николаевна Логинова, руководитель Центра допрофессиональной подготовки, будет рассказывать как раз о этом направлении. Сейчас Ярославский государственный педагогический университет является одним из ведущих университетов, который работает в данном направлении, и разработана сейчас и концепция, причем российская концепция создания психолого-педагогических классов, и новые модели. И таким образом мы обеспечим научно-методическое сопровождение сейчас уже 10 регионов по созданию психолого-педагогических классов. Но мы поговорим именно об особенностях. Мы видим по-другому психолого-педагогические классы. Мы не рассматриваем знаниевый компонент в психолого-педагогическом классе, это психологии и педагогики. Мы говорим о такой уникальном явлении, как педагогическая компетентность или педагогическая компетенция. А что подразумевается под этой педагогической компетенцией, я думаю, что у меня сегодня не хватит времени раскрывать, да я и не буду это делать, потому что Александра Николаевна, или когда вы сможете к нам приехать в гости, те образовательные организации, которые будут создавать психолого-педагогические классы, а мы очень надеемся, что в декабре нам, возможно, министерство даст задание на проведение всероссийской педагогической мастерской для кураторов психолого-педагогических классов. В прошлом году она удивительно, будем говорить, прошла интересно, и очень высокие отзывы были с регионов, которые приезжали к нам в Ярославль. Профессиональное обучение – это второй шаг, и когда мы прекрасно понимаем, наши дети поступают в педагогический вуз, то мы должны понимать о том, что не столько важны, может быть, те лекции, которые они будут слушать. Соответственно, важно, наверное, знание, обязательно важно знание своего предмета. Но многие работодатели говорят о том, что педагогические университеты, может быть, не очень качественно готовят к практической деятельности. Соответственно, мы это понимаем, как педагогический вуз. В новых федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования уже закладываются большое количество часов для того, чтобы проводить практику, педагогическую практику студентов. Но и здесь снова возникает вопрос, как сделать так, чтобы практика студентов стала приближена к реальной жизни школы. Как сделать так, чтобы студенты стали, приходя на практику, стали помощниками классного руководителя, стали помощниками учителя, чтобы они смогли вливаться в тот педагогический коллектив, в который они приходят на практику, чтобы эта практика не стала формальной. И мы назвали этот этап, это педагогический кванториум, этап молодости. Соответственно, а что такое педагогический кванториум? Вот здесь вот мы начинаем новую апробацию. Мы апробируем вариативные формы проведения практики или новые форматы организации проведения практики на базе образовательных организаций. И главными нашими площадками становятся базовые школы Ярославского государственного педагогического университета. Вы не поверите, около 20 различных вариативных форматов проведения педагогической практики было предложено и школами, и нашими преподавателями. Причем среди них это не только наставничество школьных проектов, это и мультимедиаресурсы, это и интерактивные игры, разработка интерактивных игр. Соответственно, базовые школы оставили нам заказы и сказали, мы бы очень хотели, чтобы ваши студенты как раз поработали в этом направлении. Соответственно, мы одни из первых выходим в эксперимент сейчас. И в рамках программ практик у нас появляется вариативная часть практики с новыми форматами и с новыми ФОСами, то есть фондом оценочных средств. И далее я думаю, что после апробации на базе школ мы сможем это уже презентовать в целом для других педагогических вузов и Российской Федерации в целом. Вхождение в профессию. И вот здесь вот тоже интересный формат. Мы знаем, что молодые педагоги приходят в школу. Соответственно, обязательно у этих молодых педагогов есть наставники. Институты развития образования активно сопровождают молодых педагогов в своей деятельности. Но мы знаем о том, что они вышли из педагогического вуза. И, соответственно, педагогический вуз не может устраняться хотя бы в первый год работы педагога на базе своей образовательной организации именно от сопровождения.
Соответственно, мы называем это педагогическая ординатура. Вспомните, у медиков у них есть такой 1 год после окончания вуза, у них есть ординатура, соответственно, это практическая такая ординатура. И таким образом мы сейчас вводим в порядке эксперимента именно вот такую педагогическую ординатуру, где сопровождение студентов проводится и со стороны педагогического университета наставники, и со стороны образовательной организации работают наставники. Что очень важно именно в этой педагогической ординатуре? Мы прекрасно понимаем, что многие студенты хотели бы продолжить дальше свою деятельность и в науке. И для нас очень важно, может быть, они поступят далее в аспирантуру после магистратуры. И таким образом мы выращиваем педагогов сейчас, те, которые готовы нести, развивать научные знания и продвигать их в практику. 4-й этап – это реализация самостоятельной трудовой деятельности. Конечно, все педагоги как раз находятся, многие, которые работают сейчас, находятся на этом этапе. Это педагоги опытные. И мы называем это мастерская исследователя-разработчика или этап зрелости. И вот здесь вот я бы хотела остановиться именно на том, как мы сопровождаем педагога-разработчика или педагога-исследователя. Мы приглашаем все образовательные организации вашего региона к сотрудничеству именно тех педагогов, которые готовы работать в инновационном режиме. Те, которые готовы сейчас получать знания как педагог-исследователь. Те, которые готовы апробировать новые дидактические решения, которые разрабатываются учеными нашего федерального центра. И основная идея, я о федеральном центре немного потом скажу, основная идея, конечно, это образовательная экосреда. Вот поверьте, педагог взрослеет, растет, формируется именно в специально созданной и сформированной образовательной экосреде. То есть это совершенно новый тип отношений участников сетевого образовательного пространства. И эти отношения сетевого образовательного пространства как равноправных партнеров, взаимно обогащающие рост друг друга. Не напрасно как раз в первом выступлении сказано было о том, что многие бы хотели работать в смешанных группах, слышать выступления своих коллег из других организаций, но очень важно, когда это объединяется в единый инновационный проект. И, соответственно, это сетевая коллаборация базовых школ и педагогического вуза, где педагогический вуз обеспечивает научно-методическое сопровождение. Сейчас у Ярославского педагогического вуза у нас 8 базовых школ. Эти базовые школы созданы у нас в Ярославской области, в Костромской области. Я очень надеюсь, что появятся и в республике Коми, потому что я завтра буду говорить о том, что такое базовая школа и в чем интерес будет образовательной организации, которая приобретает именно такой статус. Ну и о федеральном центре хотела бы сказать о том, что с ноября 2021 года, но работаем мы раньше, с 2020 года, мы сформировали в начале научно-методический центр сопровождения педагогических работников на базе Ярославского университета. И с ноября 2021 года мы получили статус федерального центра. Соответственно, наш центр имеет свой портал. Это портал, на котором обеспечивается и повышение квалификации, то есть расположен портфель из 13 программ повышения квалификации. Но я бы хотела сказать, что мы работаем в партнерстве с институтами развития образования, и на сегодняшний момент наш центр готовит только тех педагогов и работает с теми педагогами, которые готовы войти в наши исследовательские коллективы и вместе с нами разрабатывать вот новые дидактические решения по 3 направлениям, которые есть сейчас у центра. Это функциональная грамотность школьников, это развитие школьных воспитательных систем и это научно-методическая поддержка сельских школ. В центре сформировано 6 рабочих групп научных коллективов, которые работают по этому направлению. Функциональная грамотность продвинулась у нас значительно дальше. У нас уже разработаны более 30 дидактических решений для учителей истории, биологии, химии, географии, как формировать вот эту функциональную грамотность по различным видам. По развитию школьных воспитательных систем мы вас приглашаем участвовать в нашем проекте, присоединяться к проекту просветительскому в части воспитания. И я думаю, что мы будем отправлять обязательно ссылочки вам, и вы можете слышать прекрасные выступления самых интересных людей и опыт, который представляет сейчас школа в части воспитательных систем. Возможно, что и ваша школа представит свой опыт на площадке.
Ну, вот примерно наша система работы центра, то есть мы проводим профильные научные исследования. Понятно, что профильные научные исследования обязательно влекут за собой какие-то инновационные решения, дальше апробация инновационных решений, внедрение в практику и масштабирование уже в целом для Российской Федерации. Я сегодня привезла комплект в библиотеку Института развития образования 3 монографий, учебно-методического пособия и комплекты программ повышения квалификации, с которыми вы можете познакомиться и увидеть результаты работы по функциональной грамотности. И вот 4 смелых шага. Вы, наверное, слышали технологию Уолта Диснея при проектировании. У Уолта Диснея есть в этой технологии один из этапов – это 3 смелых шага. У нас есть 4 смелых шага. Прекрасно мы понимаем, что чтобы действовать, нужно все-таки начать действовать. И поэтому вот все, что в рамках этого проекта сейчас мы предполагаем, для того, чтобы развивались, росли, взрослели педагоги, это первое – разработать и апробировать модель трансфера технологий профессионального роста «Шаги роста». То есть это такая программа специальная будет, которая в рамках этой программы 4 составляющих, как раз я говорила о тех этапах, в каждом этапе будут разработаны свои технологии, которые мы можем предложить уже для других образовательных организаций. Достаточно много существует различных технологий профессионального роста педагога или профессионального развития, но нужно понимать, как эти технологии могут транслироваться, как они будут приниматься педагогами. Следующий шаг – это разработать и нормативно обосновать и апробировать различные вариативные форматы прохождения педагогической практики, о которых я говорила. Нормативно обосновать и апробировать 3-уровневую модель, и мы сейчас уже начинаем работать, наставничество студент-школьник, молодой учитель-студент, преподаватель вуза, учитель-исследователь. И организовать открытую площадку виртуальную профессиональных сообществ, наставников базовых школ педагогического вуза. Вот это все в этом году у нас планируется сделать, и вот эти 4 шага мы практически уже запустили в деятельность. Ну и, соответственно, как вы видите, внедрение результатов как планируется. Приглашаем вас присоединяться к нашей научно-практической конференции чтения Ушинского, которая традиционно проходит в дни рождения Константина Дмитриевича Ушинского в марте. И я надеюсь, сейчас, сотрудничая с вами, мы сможем с вами присутствовать на всех наших треках, как у вас треки называются, на наших конференциях и принять участие и поделиться своим опытом. И фокус внимания, обратите внимание, именно система отношений. Важно вот эта система отношений, которая должна выстраиваться именно в новой системе отношений. У нас взрослеет, растет педагог и развивается его профессиональное мастерство. Соответственно, модель трансфера и особое образовательное информационно-коммуникативное пространство, соответственно, в котором формируется новый тип отношений. Мы сейчас много говорим о сетевом отношениях. Вот это примерно такая вот модель работы центра, и внутренняя среда, и внешняя среда, направление деятельности, по которым сейчас развиваемся, и направление деятельности, в которые мы только вступаем, как раз особенно организация проектно-исследовательской деятельности. Мы сейчас проводим проектные интенсивы в базовых школах, это по повышению квалификации, и, соответственно, мы обучаем проектной деятельности команда, которая прошла обучение в Сколково. То есть мы работаем полным погружением, 2-3 дня в образовательных коллективах, и из коллектива уже выходят со своими проектами для себя именно. И понимая о том, при этом мы показываем им, как нужно работать с проектной деятельностью школьников, как выходить из коллективного проекта на индивидуальный проект в рамках федеральных государственных образовательных стандартов. Вот, пожалуйста, хочу предложить вам внимание индивидуальный маршрут профессионального роста учителя, по которому сейчас двигаются учителя, и мы этот маршрут сейчас апробируем, мы пока в стадии апробации наших программ находимся. Соответственно, первое, у нас есть определение собственных дефицитов, или как мы называем статус искателя. С Институтом развития образования Ярославской области мы разработали 2-уровневую модель определения профессиональных дефицитов педагогов. Первый уровень – это Институт развития образования, это, как мы его называем, скрин, когда снимается первый слой того познаний, например, учителей в области функциональной грамотности.
Соответственно, очень интересные результаты мы получили. Времени нет здесь рассказывать, но результаты очень интересные были после этого скриншота. И мы убедились в том, что не всегда учителя могут даже отличать обычную задачу по математике от задачи, которая формирует математическую грамотность. Оказывается, даже здесь есть проблемы. Соответственно, и второй уровень – это уже уровень для самого педагога, который готов переходить на новый уровень развития. Это углубленные кейс-тесты называются. Кейс-тесты для учителя математики, русского языка, литературы, биологии, географии и так далее. То есть эти кейс-тесты состоят у нас из 4 уровней. Соответственно, предметное, методическое и общее понимание функциональной грамотности, и просто с решением даже определенных задач. Опять же могу сказать, что мы не дублируем задачи базы, которые по функциональной грамотности федеральной базы, это кейсы, это совершенно другие кейсы, которые позволяют педагогу сразу на месте определить свои дефициты. Елена Ивановна Казакова, очень хорошее высказывание у нее было на одном из совещаний. Она сказала так, что если вы хотите узнать, знает ли педагог о своих профессиональных дефицитах, как он может знать и назвать им их, если он не знает, что это. Поэтому прежде чем мы должны запустить исследование этих профессиональных дефицитов, педагог сам должен осознавать, что это за профессиональные дефициты вообще. Соответственно, вот это двухуровневая система. Дальше мы переходим на второй этап, это выбор ДПО, то есть и программ повышения квалификации в дистанционном режиме. Соответственно, активный участник и партнер. Дальше мы выходим на 3-й уровень защита собственного проекта по итогам, а собственным проектом является дидактическое решение, которое впоследствии может стать составляющей электронной библиотеки и выдается сертификат после экспертизы. Ну и, соответственно, уже учитель-методист, вот тот уровень, когда ваши педагоги, которые прошли это обучение, могут спокойно работать с другими педагогами и обучать их по этому направлению. Так, результаты не буду называть, которые есть. Я очень быстро пройду время, потому что вышло. Результаты 2-го уровня, что у нас должно быть и что формируется сейчас. И вот я бы остановилась на том, что инновационная модель все-таки обеспечит сейчас для обучающихся осознанный выбор. Я уже говорила вот именно по этим шагам, когда мы продвигаемся. Именно мы растим своего собственного педагога внутри образовательной организации. При этом этот педагог не зациклен на саму образовательную организацию, он находится в сетевом пространстве. Что для студентов, обратите внимание, новые ролевые позиции совершенно у студентов появляются. Помощник учителя и, главное, конечно, обучение через делание. Для педагога дополнительные ресурсы, новый статус разработчик. Мы так и выдаем удостоверение разработчик образовательного контента для этих педагогов. Соответственно, таким образом формируем новую мотивацию у педагога-исследователя. Для самих организаций, обратите внимание, то есть будет выстроена внутришкольная система профессионального развития педагога. Его горизонтальная карьера или его горизонтальный карьерный рост, о чем мы давно уже мечтаем. Соответственно, и еще позитивный для самой системы образования, достаточно большой сейчас, если мы будем рассматривать в рамках непрерывного педагогического образования, что это может дать. Ну вот и спасибо большое за внимание, приглашаем вас к сотрудничеству. Готовы рассмотреть любые предложения сейчас от образовательных организаций, которые хотели бы или могут работать в инновационном режиме и хотели бы стать вот этими точками роста для своей региональной системы образования. Еще раз благодарю за предоставленную возможность. Спасибо огромное, уважаемой Алевтине Валентиновне. Действительно, тот проект, в который сейчас включается наш регион, будет, безусловно, полезен и интересен. Этот опыт, который мы приобретем благодаря такому совместному профессиональному сотрудничеству с Ярославским педагогическим университетом, он действительно будет для нас очень важен. И огромное спасибо Алевтине Валентиновне за то, что она сегодня частично нам рассказала про данный проект. Завтра он будет нам представлен более подробно.
подробно, поэтому мы очень рады, что такое профессиональное сотрудничество у нас будет реализовано. Еще раз благодарим нашу коллегу и переходим к нашему последнему выступлению. Мы предоставляем слово Екатерине Михайловне Потолицыной, координатору проекта 500+, от Сыктывдинского района. И Екатерина Михайловна самостоятельно представит свое выступление в рамках данного трека. Добрый день, уважаемые коллеги. Часовская средняя общеобразовательная школа – это сельская школа, которая реализует программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования. В 2022 году мы вошли в состав участников проекта 500+. Поэтому, значит, рисковым профилем для нас является низкая методическая и предметная компетентность педагогов. Для того, чтобы выявить причины появления риска, мы осуществили самообследование. Методисты и специалисты управления образования посетили уроки у всех учителей. Диагностика выявила западающие проблемы в компетентностях педагогов. И в концептуальных документах проекта 500+, мы наметили пути снижения данного риска. На уровне школы совместно с муниципальным координатором, с куратором, школьным куратором разработали методический проект, который называется «Урок». Цель этого проекта – создание условий для повышения конкретных методических компетентностей педагогов. Содержание проекта включает в себя именно те проблемы, которые показала диагностика. В первую очередь это реализация системно-деятельностного подхода на уроке в соответствии с требованиями в ГОС, формирование универсальных учебных умений школьников, контрольно-оценочная деятельность на уроке и дифференцированный подход к обучению на уроке. Среди ожидаемых результатов для педагогов главным показателем является превращение компетентностей педагога по вопросам реализации системно-деятельностного подхода. Для учащихся является это динамика результатов внешней и внутренней оценки. Важным также является мотивация, повышение мотивации и педагогов, и учащихся. На уровне школы мы разработали новую, опробировали новую форму методической работы по организации временных наставнических групп. И вот мы видим на слайде разным цветом изображены данные наставнические группы. Суть данной формы в том, что все учителя были распределены на группы, на 4 группы, исходя из тематики проекта и выявленных в ходе диагностики проблем педагогов. В каждой группе назначался из успешных учителей наставник, утверждался план работы группы, и работа наставнических групп была организована следующим образом. В марте месяце прошла подготовительная работа, а с 1 апреля в течение месяца мы провели школьный методический марафон, в ходе которого вот данные группы, наставнические группы, нарабатывали и систематизировали опыт по одному из направлений. Значит, администрации школы
вместе с куратором, муниципальным координатором были проведены семинары, практикумы, организованы совместный просмотр видеотрансляций на ФИОКах, значит, марафона, федерального марафона, по формирующему оцениванию, по исследованию урока, и данные наставнические группы использовали для своей работы. Ну и этот методический марафон завершился методической неделей. Значит, вот здесь мы видим на слайде, как были распределены. Значит, педагоги обучали всех остальных педагогов, знакомились со своими наработками, теоретическим материалом. Каждая группа творчески подошла к распространению своего опыта и обучения коллег. Это были и открытые уроки, и творческие лаборатории, мастер-классы, практикумы, выставка дидактического материала. Все педагоги систематизировали полученные знания, умения в конце марафона, в ходе методического дня погружения. Именно методический день погружения – это день, где был организован, также сам день был организован в такой интерактивной форме, ярмарки методических идей, мастер-классов, практикумов. Именно практически учителя, педагоги разрабатывали технологические карты урока, метапредметные карты урока. Педагоги учились формулировать задания для разных групп учащихся, разрабатывать микрозадачи для усвоения темы слабоуспевающими. В ходе работы каждая группа демонстрировала и обосновывала выбранный инструментарий для оценки результатов урока с учетом рекомендаций формирующего оценивания, исследования урока. По итогам данного марафона, методического марафона, мы организовали и осуществили обратную связь. Была предложена экспертная карта, позволяющая выявить, какие компетентности сформированы у педагогов в течение вот данного марафона. Марафон длился месяц. Чему педагоги могут научить других своих коллег. И результаты вот представлены в диаграмме. Отрадно видеть, что многие учителя, пусть пока небольшая часть, но могут уже научить других тому, чему сами обучились в ходе методических дней. Ну и учителя оценили свою работу там в пятибалльной системе, и общая оценка, средняя оценка работы наставнических групп 4,5 балла. На основе анализа экспертных карт мы вывели западающие проблемы. Все-таки они единичные, эти проблемные зоны, но все равно они существуют. И мы дальше продолжим работу по именно формированию, по развитию данных зон проблемных. Руководители наставнических групп будут в течение дальше мая проводить индивидуальные консультации по подготовке государственной итоговой аттестации, к переходу по обновленным в ГОС. Таким образом, мы можем сделать вывод, что деятельность вот временных наставнических групп в рамках методического проекта «Урок» оказалась результативной. Поэтому с сентября следующего учебного года мы продолжим работу данных групп, но уже по другой теме. Это повышение функциональной грамотности учащихся, значит, повышение компетентности педагогов по формированию функциональной грамотности
учащихся. Вот. Поэтому сегодня хочется выразить благодарность муниципальному координатору, который находится сегодня рядом здесь у нас, Зезеговой Антонине Валентиновне, куратору школьному Котовой Ольге Николаевне, заместителю директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Полевицкая школа за сотрудничество, взаимодействие с нашей школой. Также поблагодарить весь педагогический коллектив, что отнеслись все педагоги с пониманием, проявили терпение, вот, творчество, творческий подход. Ну и желаю творческих успехов в дальнейшем развитии, в реализации еще не только проекта «Урок», но и проекта 500+. Спасибо за внимание. Огромное спасибо Екатерине Михайловне. Уважаемые коллеги, мы с вами сейчас прослушали интересный опыт Сыктывдинского района, в котором также реализуется проект 500+. Мы с вами заслушали интересное выступление, связанное с реализацией педагогического марафона. На этом наш трек подходит к концу. Если резюмировать наше сегодняшнее с вами мероприятие, то мы можем увидеть, что вам были представлены 3 довольно разных выступления. Каждый из спикеров со своей стороны раскрыл особенности профессионального развития педагогов. Это и взгляды на профессиональное развитие, которые нам представил Федеральный институт развития образования, это и проект «Школа роста», в котором также Алевтина Валентиновна представила технологии непрерывного профессионального развития наших педагогов и опыт, уже такой, собственно, практический опыт нашей одной из школ Сыктывдинского района. Уважаемые коллеги, на этом мы завершаем наш трек. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и встречи уже, наверное, в следующем году. Спасибо огромное, коллеги. Коллеги, если есть вопросы, у нас работает чат, пожалуйста, спикеры с вами в режиме онлайн готовы с вами обсудить интересующие вас вопросы. Коллеги, если есть такая необходимость, пожалуйста, выходите в чат, пишите, мы ответим. Коллеги молчат, тогда мы прощаемся с вами и до новых встреч. Спасибо.